эфире нашего телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В эти дни, по прогнозам синоптиков, в центральной и юго-восточной части Якутии ожидаются грозы, а на севере и северо-восточной части региона усиление ветра до 18 метров в секунду, что может привести к возникновению новых пожаров. О лесопожарной обстановке в республике и борьбе с лесными пожарами мы поговорим с председателем Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрием Лепчиковым. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В начале о текущей лесопожарной обстановке на территории республики. Насколько ситуация серьезная? Ну, в целом, на территории республики в связи с произошедшими осадками в большей части территории ситуация стабилизируется, но все равно на некоторой части этой территории сохраняется напряженная ситуация. Хочется отметить, что в целом с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано было более 1000 природных пожаров на общей площади порядка 1,5 миллионов га. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 1061 га и более 2,2 миллионов га. На сегодняшний день на обслуживаемой территории принимаются меры по 79 природным пожарам, где принимают участие более 2700 человек и 300 единиц техники. А сколько пожаров уже ликвидировано? По оперативным данным, за прошедшие сутки у нас ликвидировано 18 пожаров, в том числе, а также 20 пожаров локализованы. А каковы главные причины пожаров? Какая часть происходит из-за сухих гроз, а какая из-за человеческих факторов? Ну, львиная доля, как утверждают эксперты, львиная доля происходящих на сегодняшний день природных пожаров – это природный фактор, то есть сухие грозы. К сожалению, на территории республики в последние годы у нас возникают такие сухие грозы и в дальнейшем дают развитие лесных пожаров. Вторым из факторов – это так называемый человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем в лесу. А какие силы задействованы в тушении пожаров? То есть очень много, получается, помогают из других регионов? Да, из других субъектов Российской Федерации, это силы Федерального резерва, Федерального бюджетного учреждения авиабазы охраны лесов у нас на территории республики прибыло более 800 человек. Ну, как я сказал, на сегодняшний день по тем пожарам, где принимаются меры по тушению, принимает более 2700 человек. Это и лесопожарные формирования, местное население, силы МЧС России, это Главное управление МЧС по республике Саха-Якутия, а также региональные силы, государственные противопожарные службы и службы спасения. А насколько активно местное население? Местное население очень активно принимает участие, и, пользуясь случаем, я бы хотел всех поблагодарить за активное участие в тушении пожаров и недопущению распространения огня в сторону объектов экономики и населенных пунктов. А какова площадь возгораний в этом году вот, по сравнению с прошлым годом? Их, получается, пожаров больше или меньше? Ну, по оперативным данным, самих пожаров, ну, где-то можно сказать чуть меньше, а площадь пожаров, если на сегодняшний день с начала пожароопасного периода было более 1 600 000 га, то за аналогичный период прошлого года данный показатель равнялся чуть более 2,2 миллионов га. А где наиболее сложная обстановка сейчас?
Ну, мы держим на контроле природные пожары, приближенные к 11 населенным пунктам. Это Горный, это Верхневилюйский, Усть-Майский, Томпонский, это районы, ну а также Омиконский район, где буквально до вчерашнего дня огонь приближался до 3 километров. Но в связи с тем, что там прошли прошлой ночью осадки, ситуация тоже стабилизировалась, ну а также и по другим населенным пунктам. Но мы держим на постоянном контроле вот по этим населенным пунктам, по этим районам. А насколько эффективны работы по искусственному вызыванию дождей? Ну, у нас где-то с конца июня работает специальный самолет Ан-26 «Циклон». На него закреплено специальное оборудование для вызывания искусственного дождя. По прибытию в первые дни он у нас работал в Вилюйской группе районов, ну а также в последние дни работал по центральной группе районов нашей республики. Эффективность его работы, ну, мы видим на глазах, динамика уменьшения природных пожаров налицо, и сегодня данный самолет очень помогает нашим наземным службам в борьбе с лесными пожарами. А каковы планы на ближайшее время по тушению пожаров? Ну, мы также, наши и коллеги лесопожарные формирования совместно с администрациями районов, также мы будем продолжать потушение природных пожаров и не допустить прохождения его к населенным пунктам. А вот прогнозы синоптиков вновь не радуют, то есть обещают грозы и усиление ветра в ряде районов. Насколько службы готовы к ухудшению ситуации и, как по мнению специалистов, могут развиваться события? Ну, наши оперативные службы и МЧС, и региональные силы, они находятся в постоянной готовности. Активно помогают местное население, активно помогают промышленные предприятия, активно помогают транспортная отрасль и предоставляют и бульдозерную технику, и тракторную технику, и тем самым ведется активная работа по недопущению самого распространения огня. А также на сегодняшний день прибыли и работают силы Министерства обороны. Это 4 воздушных судна, в том числе 2 воздушных судна Ми-8. Они вместе с водосливными устройствами. Также здесь, на территории республики, в готовности стоит и самолет Б-200, который работает у нас и забазирован, который должен работать в Вилюйской группе районов и забазирован у нас в городе Мирном. Также здесь, на территории республики, располагаются 3 воздушных судна Ми-8 МТВ МЧС России, готовые выдвинуться в любой район для борьбы с природными пожарами, именно угрожающим населенным пунктам. Дмитрий Николаевич, в конце нашего разговора вы можете обратиться к населению нашего региона. Ну, в соответствии с указом главы республики, принятым в конце мая, на территории республики принят особый противопожарный режим. Ну, а также в июне месяце указом главы в республике был введен режим ЧС в лесах регионального характера. В соответствии с этим имеются ограничительные меры по выходу в лес, ограничения по разжиганию костров, ну а также я призываю всех граждан соблюдать меры безопасности, находясь в лесных массивах. Дмитрий Николаевич, спасибо. А я напомню, о лесопожарной обстановке в республике и борьбе с лесными пожарами мы поговорили с председателем Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрием Николаевичем Лепчиковым. Оставайтесь с нами.